Добрый день, друзья, наши абитуриенты, родители, зрители. Мы начинаем первое онлайн-собрание в нашем профориентационном центре 5К Минского университета. Сегодня мы поговорим на крайне важные вопросы, что касается приема документов в новых условиях приемной кампании 2020. Обсудим с вами общежитие, воспитание студентов, социальную поддержку, поговорим про профессии будущего. И выслушаем, конечно же, небольшие советы о том, как сдать ЕГЭ без стресса. Наше собрание родительское проходит в профориентационном центре, и вы можете задавать вопросы, и обязательно все вопросы озвучу нашим специалистам, нашим экспертам. Но сегодня наше собрание хотело бы начать с приветственного слова Салавата Талгатовича, ректора Башкирского государственного педагогического университета. Говорят, молодежь – это наше будущее. Я с этим категорически не согласен. Потому что, несмотря на то, что вы молоды, вы уже сделали и для себя, и для своей семьи, и даже для своей страны достаточно много. Но для того, чтобы сделать еще больше, нужно получить правильное образование, нужно развить свои навыки. И вот здесь нужно принять то решение, которое будет определять всю вашу дальнейшую жизнь. Дорогие абитуриенты, дорогие родители, если вы до сих пор не определились, куда же вы хотите поступить и какой профессией овладеть, то адрес я могу назвать четко. Улица Ленина, площадь Салавата Юлаева и памятник Мифтахиддину Акмулле. Именно здесь располагается Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Именно здесь вы сможете овладеть теми компетенциями, которые вам будут необходимы на протяжении всей своей жизни. Мы готовим, конечно же, в первую очередь педагогов. 2/3 наших студентов – это будущие учителя, которые буквально завтра, послезавтра уже встанут около школьной доски и будут передавать нашим детишкам то, чем мы все с вами богаты. А кто такой учитель? Учитель – это тот, кто умеет общаться. Учитель – это тот, кто умеет понимать. Это тот человек, который может другому, совсем маленькому, помочь сделать то, что он давно задумал. Это такая большая, серьезная компетенция. Это такая нужная всем профессия. Но кроме учителей, в нашем университете мы готовим экологов, мы готовим дизайнеров, мы готовим переводчиков. Причем на переводчиков поступить очень сложно. Самый высший балл в нашей республике по ЕГЭ. Мы готовим IT-специалистов. Наши IT-специалисты обучаются по специальным программам для банковской сферы. Мы подписали соглашение со Сбербанком, с Уралсибом, и именно для них мы готовим будущих наших студентов. Мы готовим художников, мы готовим музыкантов. Поэтому мы готовим, можно сказать, очень много профессий. Наш университет очень интересный. В нашем университете учатся много иностранных студентов. И наши студенты очень часто выезжают повышать свою квалификацию за рубеж. Ибо мы единственный вуз в нашей республике, который входит в консорциум Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому Китай, Казахстан и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии всегда в нашем распоряжении. Это наши добрые друзья. Наши добрые коллеги Альянс Францесс – это та структура, которая позволяет нам общаться с франкофонным миром. Наши добрые друзья и соседи – Русское географическое общество, деятельность которого охватывает все сферы нашей жизни. В нашем университете вы получите и знания, в нашем университете вы получите и нужные компетенции. В нашем университете вы наработаете то, что вам заложено вашими родителями и природой. Добро пожаловать в Акмуллинский университет. Педагогический университет города Уфы вас ждет. У нас в гостях сейчас первый проректор Башкирского государственного педагогического университета Алмаз Флюрович Мустаев. Добрый день, Алмаз Флюрович. Сейчас мы из выступления ректора услышали о новых трендах, о том, что сейчас существуют новые педагогические профессии будущего. Расскажите, пожалуйста, что это за профессии, какие они профессии, и как студенту соответствовать на рынке труда, конкурентному на рынке труда. Спасибо. Добрый день, уважаемые родители. Мы рады вас приветствовать в Акмуллинском университете. Буквально коротко. Сейчас в самом разгаре приемная кампания. Мы принимаем документы и подготовили специально соблюдение всех санитарных норм площадки, места, где мы можем консультировать, в том числе у нас в университете приглашаем и в центр 5К, и в наш второй корпус, где вы сможете проконсультироваться, как узнать о правилах приема, как подавать документы. Что касается профессии будущего, действительно, в какой-то мере та ситуация, которая в стране и в мире связана с пандемией коронавируса, показала, обнажила какие
какие профессии действительно очень важны для человека во всех условиях, во всех временах. Это, кроме профессии врачей, это профессия учителей. И учителя в нашей стране достойно смогли в этих тяжелых условиях организовать обучение. Эта же ситуация коснулась и нашего университета, все вузы страны. И мы видим, что не просто наши преподаватели передают материал, они учатся и новым технологиям, общению с людьми, и в том числе появляется такой формат, как консультирование персональное. Вот этот формат говорит о том, что то, что связано с профессией учителя, педагогической профессией, всегда, во все века, во все времена будет востребовано. Поэтому, поступая к нам, ваш ребенок не только получает бакалаврскую программу, он получает в том числе такие важные компетенции, как, например, работать в команде. Это очень важно, знать свое место в команде. Он сможет проявить свои лидерские качества. Для этого у нас существует не только образовательный процесс, но и воспитательный процесс. То есть он может быть и профнавигатором, тьютором, он может себя проявить в волонтерской деятельности, как яркой личности. И, у нас целый ряд таких студентов, которые, обучаясь в университете, выходят из его стен, обладая очень хорошим таким портфолио достижений, творческих успехов. И сейчас существует такое понимание, навыки будущего связаны с такими компетенциями, как креативность, то есть умение творчески мыслить, умение разработать собственный проект, умение отставить свою позицию. И мы в университете, кроме традиционного подхода дисциплинарного, кроме занятий науки, обращаем на это огромное внимание. Мы переделываем пространство в университете, вот как эта аудитория, или другие пространства, где, например, вместо обычных занятий студенты могут сесть в группы, отработать в команде, где преподаватель уже выступает не просто человеком, передающим знания, а такой организатор, тьютор и тоже член команды. Поэтому мы ждем вас в наших стенах. С 20 июня идет подача документов. Сейчас уже календарь нам известен, об этом коллеги тоже проговорят. Ждем вас в педуниверситете. Спасибо большое, Алмаз Юрьевич, очень интересно. У нас поступил вопрос от абитуриента. Они спрашивают, интересуются, возможно ли перевести с платной основы на бюджет? Да, такая возможность есть. Во-первых, не надо сразу настраиваться на коммерческий прием. Большинство программ имеют бюджетные места, их достаточно много. По университету порядка 1700 мест на очную, заочную форму обучения. У нас еще и замечательный колледж, поэтому если, например, вы не хотите сдавать ЕГЭ, можно поступить без ЕГЭ после 11 класса. У нас хорошая линейка программ, а потом по сокращенной программе обучаться в университете по соответствующей специальности. Перевод такой возможен. Если, например, в силу каких-то причин вы не поступили на бюджет, или эта программа у нас реализуется только на коммерческой основе, то после первого года обучения надо постараться отучиться на 4 или 5. Это, в принципе, несложно. Главное мотивация, желание. И после первого курса можно будет подать заявление и перевестись на бюджетные места. В принципе, вакантные бюджетные места постоянно в большом количестве в университете существуют. Что касается цен, сразу скажу, по очной форме обучения это 110 тысяч рублей, это даже меньше, чем в прошлом году. Можно оплачивать и по кварталам, можно оплачивать за полугодие, за год. То есть любые есть условия. Есть образовательные кредиты, ставки очень интересные с нашими банками-партнерами. Заочная форма обучения 35 тысяч рублей. Это тоже в год, это тоже возможность совместить образование с работой, но большинство абитуриентов после школы у нас ориентированы, конечно, на очный формат. Поэтому это возможно. Отлично. Алмаз Юрьевич, последний вопрос. У нас интересуется, есть ли у нас стажировки, какие стажировочные площадки, есть ли стажировки за границей? Спасибо. Да, есть возможность стажироваться за границей, например, Китай. Ежегодно мы согласовываем с вузовыми партнерами определенное количество мест по программам, где, например, на несколько месяцев студент может поехать за рубежом, обучиться, получить определенную модуль такой образовательный.
там его сдать, и мы перезачитываем этот модуль в текущей нашей успеваемости, то есть без потери обучения. Кроме того, есть Казахстан, другие страны ШОС, и возможности получения тех же стипендий, проживания в кампусе, все вопросы безопасности там решены. Что касается практик, стажировок, этот формат развивается. Он сейчас существует, у нас свыше 500 есть партнеров только в педобразовании, это все ведущие школы города Уфы и других районов. Есть и партнеры промышленные, и из бизнеса, потому что мы реализуем не только педобразование, у нас есть подготовка генетиков, у нас есть подготовка нанотехнологов, есть айтишники очень хорошие. Там у нас база практики, например, Уралсиб. То есть наших выпускников этих направлений с удовольствием дадут банки к себе, потому что он не только программист, он умеет работать с людьми. Это очень важно. Мы учим, как общаться, работать и решать даже проблемы семьи и конкретного человека. В этом наше преимущество. Вот еще один вопрос поступил. Научная деятельность. Можно ли гранты получать на разработки, собственные разработки проектов? Конечно. У нас, во-первых, есть вузовская программа грантовая, где студент может себя в составе команды, например, с преподавателями, с профессорами, подать заявку, выиграть и заниматься исследованием. Есть возможность публикации. То есть есть у нас собственный журнал, где мы публикуем, единственное, нужно соответствующий качественный продукт выдавать. Кроме того, научная деятельность, она предусмотрена образовательными программами, стандартами, и, как правило, наши студенты в процессе обучения имеют и статьи, кто-то имеет и патенты, свидетельства ЭВМ. И мы проводим, например, в нашей структуре существует акселератор студенческих проектов. Вот, он как работает? Мы собираем всех ребят, которым интересна проектная деятельность, сперва их обучаем, потом мы берем их за дело, значит, формируем команды проектные, они доводят свой проект до какого-то оформления, проводим конкурс, и студент получает возможность, например, этот свой конкурс либо подавать в форменные компании. Вот у нас по безопасности жизнедеятельности так идет. В этом году выиграла команда ребят, и они получили грант Министерства молодежи, молодежной политики России, несколько сотен тысяч рублей. То есть современный университет, Акмолинский университет, это ваш успех. Вы выйдете отсюда успешным человеком. Спасибо большое, Алмаз Юрьевич, за то, что вы посетили нашу студию. Но мы ждем следующего нашего гостя. Пока ожидаем нашего гостя, мне хочется немножко рассказать про наш центр. Этот центр специально был создан для отработки компетенций 5К, компетенций для жизни. И, конечно же, для консультации. Любой родитель, абитуриент может прийти в данный центр, с ним могут провести диагностику, проконсультировать. Мы находимся в первом корпусе Октябрьской революции 3А. Мы продолжаем. Следующий наш гость – это Наталья Степановна Илюшина, начальник управления рекрутинга и карьерного роста студентов, развития и рекрутинга, развития карьерного развития студентов. Все, запутались мы, потому что у Натальи Степановны объем работы колоссальный. В первую очередь она отвечает за приемную комиссию, приемную кампанию 2020 года. Наталья Степановна, к вам будет куча вопросов, потому что если раньше родители, либо сам ребенок, абитуриент, брал документы, знал, в какой вуз ему идти, по какому адресу. Сейчас, в связи с сложившейся ситуацией, к сожалению, все по-другому. И существует некая такая паника. Давайте расскажем нашим родителям, нашим абитуриентам, что все, в принципе, легко и просто, да? Что можно спокойно, сидя дома, подать и поступить даже, да, насколько я понимаю. Наталья Степановна, вам слово. Добрый день, уважаемые абитуриенты и родители. Действительно, в этом году у нас уникальный прием. Впервые мы проходим полностью дистанционно. И здесь я хочу вас успокоить. Вы можете подать документы в любое время дня и ночи. Сайт у нас работает круглосуточно. Вы можете зайти на наш официальный сайт. Многие спрашивают, как поступить и где найти тот заветный личный кабинет абитуриента. Все очень просто. На официальном сайте, прямо на главной странице, будет большая красная кнопка, на которую вы нажимаете, и вам будет предложен уровень программы, на которую вы хотите поступить. Вы выбираете, если вы идете после 9 класса, то вы выбираете колледж, после 11 тоже можно выбрать колледж. А если идете после школы и хотите в вуз поступить, вы выбираете кнопочку бакалавриат или специалитет,
И если у вас уже есть высшее образование, вы закончили бакалавриат и даже, может быть, уже и второе высшее получили, вы можете пойти к нам в магистратуру либо в аспирантуру. Вы попадаете там в свой личный кабинет. Также подсказка, как уже говорил Алмаз Флюрович, вы можете воспользоваться нашей территорией. У нас созданы специальные места, где вы сможете прийти со своими документами, все оформить, отсканировать. Наши консультанты вам помогут правильно это все сделать. И чтобы вы не переживали, подойдите вместе документы. Эта зона у нас находится во втором корпусе, пожалуйста, приходите. Теперь отвечу на те вопросы, если может, да, под которые у нас очень часто поступают, несмотря на то, что уже были не открытых дверей, но все равно не поступают. Во-первых, обратите внимание на перечень документов. Он немножко упрощен в этом году. Не нужно носить оригиналы документов. Мы принимаем в этом году по копиям, скан-копиям. Вам нужно будет подготовить скан-копии либо фотографии хорошего качества вашего аттестата, либо диплома в среднем профессиональном образовании, если вы после колледжа поступаете, со всеми приложениями. Нужно будет обязательно паспорт, страница, где ваши данные, где ваша прописка. Если вы меняли паспорт, фамилию, например, да, то тоже эти странички. И дальше идет перечень индивидуальных достижений. Что такое индивидуальное достижение? Это те, так сказать, заслуги. Это, например, вы, может быть, отличник, у вас диплом с отличием. Вы участвовали в тех конкурсах и чемпионатах, которые у нас прописаны. Обратите внимание, перечень индивидуальных достижений ограничен. И обратите внимание на срок давности ваших документов. Мы принимаем за последний год. Вот это вот очень большой нюанс. И тут же хочу ответить сразу, очень часто вопросы задают по волонтерскому движению. К сожалению, в этом году мы не принимаем волонтерские книжки, но со следующего года планируем начать. И нужно будет, если вы идете по целевому направлению, то вы должны отсканировать договор о целевом обучении. Обратите внимание на такие нюансы. У договора должен быть номер регистрации, у него должны быть обязательно все подписи, реквизиты и печати. И если вы боитесь запомнить неправильно, вышлите к нам, пожалуйста, на почту, это bspu.pk@mail.ru. Мы вам его проверим и подскажем, что дальше с ним делать. И такие еще часто задаваемые вопросы по документам. В этом году медицинская справка не нужна. Вы потом, когда уже поступите на первом курсе, пройдете медосмотр. И оригиналы тоже документов не сдаете. Так, еще, наверное, вот хотела бы ответить на такой вопрос, если время позволяет. Многие путаются, как поступать, где ЕГЭ нужно, не нужно. Смотрите, в колледж мы поступаем по среднему баллу аттестата. И могут быть дополнительные вступительные испытания, если нужно проверить какие-то дополнительные знания. Например, на специальности физической культуры нужны основы физической подготовки, если на творческие какие-то специальности поступаются, дополнительные творческие испытания. В университет мы поступаем по результатам ЕГЭ. Также могут быть дополнительные вступительные испытания. Если вы поступаете после колледжа, вы поступаете по результатам наших внутренних экзаменов. Поэтому обратите внимание на расписание, они у нас появятся до 15 июля, уже уточные, со всеми сроками, исходя из всех поправок, которые вышли. Буквально завтра на учебном совете мы уже утверждаем последние документы. Так, есть ли вопросы какие-то? Вот я просто, если резюмирую, да, мы вас еще не отпускаем, потому что вопросы в чате поступают. Я вас попросила бы, да, чтобы вы подзадержались, потому что я смотрю, что и зрители к нам активно сейчас стали подключаться, потому что действительно тема актуальна, да, прием документов. Но хотелось бы сказать, что всю полезную информацию можно найти у нас на сайте, да? Вот, да, вот по сайту немножечко. По сайту, смотрите, там очень простая навигация, просто для начала нужно зайти в большую красную кнопку «Подать документы». Дальше мы ориентируемся уже по уровню программы, на которой хотим поступить. И там вы увидите, для вас будет подсказка узнать о направлении. Если вы, например, еще не определились, можете посмотреть, где какие специальности, чему они учат. И дальше вы уже определяете, заходите в личный кабинет и подаете документы. Если вас интересуют какие-то такие вопросы, вы не смогли найти на сайте, вы можете позвонить нам на горячую линию 287 99 99. Обратите внимание, в рабочее время работает горячая линия. Ночью мы вас не проконсультируем. Можно нам написать в любое время дня и ночи на нашу почту. Можно спросить, на нашем сайте будет внизу, видите, такое зелененькое окошечко, задать вопрос, мы там тоже активно отвечаем и работаем. И можно в социальных сетях ВКонтакте, у нас есть группа «Приемная комиссия ВГПУ имени М. Ахмыловой». Мы там тоже стараемся прямо в режиме реального времени отвечать на все возникающие вопросы. Спасибо большое, Наталья Степановна. Вопрос можно от нашего абитуриента? Задает вопрос. Организацией практики занимаются вузы либо сам студент?
Практика, все факультеты организуют практику, исходя из своей базы, у них есть перечень организаций, с которыми они сотрудничают, и они обычно предлагают студенту. Но студент, если вдруг у него есть целевое обучение до договора, там прописана база практики, либо у него есть какая-то устная договоренность, он может предложить своему руководителю практики установить то место, которое ему было предпочтительно. Это не запрещено. Поэтому здесь решается все в индивидуальном порядке, но можно сходить на практику туда, куда хочется, если соответствует целям практики. Спасибо большое. Следующий вопрос спрашивают. Можно ли поступить сразу на 2 специальности на бюджет, педагогическое образование, либо можно только поступать на одно коммерция, одно бюджет? Здесь правильно. На бюджет мы можем поступить 1 раз, но на бюджет ничего вас не ограничивает. Вы можете выбрать 10 специальностей, если позволяют финансы и силы. Можно учиться параллельно на 10 коммерческих специальностях. Параллельно можно учиться? Параллельно учиться можно. Здесь единственный нюанс, подсказка, сессии обычно в один период. Это очень сложно, обычно просто физически, потому что и графики у вас совпадут, и, скорее всего, где-то предметы совпадут. Просто это подумайте 2-3 раза, прежде чем это сделать. То есть независимо на какую специальность, педагогическое направление, не педагогическое, в любом случае можно параллельно учиться? Можно параллельно учиться. Здесь тоже может быть подсказка, если хотите совместить обучение по 2 специальностям. Одну специальность выберите на очной форме обучения, а другую на заочной, либо очно-заочной, чтобы было немножко полегче учиться. Спасибо большое. Зачитаю следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номер психолого-педагогической магистратуры профессионального образования бюджет 2 года. У меня внесли список, я зарегистрировалась в личном кабинете, а найти себя не могу. Направление, которое мне нужно. Заранее благодарю за вопрос. Здесь такой нюанс, скорее всего, ваши документы еще в обработке. Посмотрите сегодня в конце дня, если ваши документы успеют обработать, вы уже будете в списке. Где-то часов 6-7 уже будут актуализированы списки. Где их найти? Вы заходите на сайт, выбираете, можно также зайти через красную кнопку «Подать документы», и будет чуть-чуть пониже, спуститесь на сайт, и будет кнопочка «Год приема». Там мы каждый день актуализируем списки, можно будет себя найти. Если вдруг вы себя не нашли, вы можете написать нам на почту, мы проверим ваш статус документов. Спасибо большое, Наталья Степановна. Вот еще поступил один вопрос. Как можно устроиться учителем после окончания вуза? Если вы хотите устроиться учителем, вот проблем здесь вообще не будет. Потребность кадров большая. Единственный нюанс, какой профиль, вот если бы уточнили, я прямо сказала, например, математика, английский, русский язык, физика, информатика. Это вот специальности, которые очень востребованы, и вакансии есть практически в каждой школе. Учителя начальных классов очень востребованы, поэтому рекомендую поступить на эту специальность, будете очень востребованным специалистом. Поэтому в этой сфере проблем не будет, я обещаю. Но, насколько я тоже знаю, да, наших студентов разбирают сразу как... Учителя математики, как горячие пирожки, мы даже уже не понимаем заявки, они у нас расписаны с 4-го, с 3-го курса. Да-да-да, даже на стажировках уже крам. Они уже работают, со 2-го курса их уже зазывают, и они уже все, вот ближайшие школы, это все в основном студенты, они уже действительно реально в реальных условиях нарабатывают свой опыт. Мы можем сказать, что студент, который выпустился, получил диплом, он может быть конкурентоспособным на рынке труда? Конечно, будет конкурентоспособен. Тут, конечно, от личностных, конечно, характеристик и желания тоже зависит, но наши специалисты востребованы. У нас процент трудоустройства очень большой, 75%. Вместе с заочкой там все 90-100, по некоторым специальностям они расходятся, да, не успели получить диплом, они уже почти все с местом работы, поэтому... Если есть желание работать, вы обязательно будете работать. Наталья Степановна, поступил вопрос от директора школы. Пишет, я директор школы, как нанять учителя, либо как подать заявку для резерва? Подать заявку можно нам на электронную почту otus77@mail.ru. Либо, как я уже говорю, по тем контактам, которые я уже назвала, можете туда написать, вас со мной соединят, и мы вашу заявку примем обязательно. Спасибо большое, Наталья Степановна. Я попрошу вас не уходить, потому что вопросы поступают. К нам зрители наши, абитуриенты, родители присоединяются. Я буду каждый вопрос увижу, услышу и озвучу нашим экспертам. Следующая тема, она не менее важна и актуальна. Ведь не зря же при выборе университета родители обращают внимание также и на те условия, где будет жить наш студент. Я хотела бы пригласить Лейсан Анваровну, она работает со студентами как раз близко, помогает им. То есть Лейсан Анваровна, начальник управления
психологической, социальной поддержки обучающихся. Добрый день, Оксана Анваровна. Спасибо вам большое, что вы посетили нашу студию импровизированную такую. У нас часто задают вопросы, даже ко мне очень часто обращаются знакомые и спрашивают, какие у вас общежития, какая у вас социальная поддержка. Скажите, пожалуйста, нашим родителям и нашим студентам, что у нас происходит в нашем университете и как это реализуется. Добрый день. Немножко поправлю. Начальник отдела социальной и психологической поддержки обучающихся департамента по социальной работе и молодежной политики. В рамках социальной поддержки обучающихся в университете проводится комплексная работа по ключевым направлениям социального сопровождения. Это и стипендиальное обеспечение студентов наших, и другие формы материальной поддержки, это и медицинское диагностирование оздоровления, это и социальное, бытовое сопровождение, и психологическое сопровождение. И отдельно надо сказать о работе по адаптации студентов первого курса. Остановлюсь на каждом моменте отдельно. Стипендиальное обеспечение, что это значит? Студенты, которые зачислены на первый курс, до прохождения первой промежуточной аттестации выплачивается государственная академическая стипендия. На сегодняшний день размер данной стипендии равен 1961 рублю. После прохождения первой промежуточной аттестации, если студент сдает сессию на хорошо, размер его стипендии будет выше. Если сдает сессию на хорошо и отлично, размер стипендии будет равен 3922 рублям. А если студент сдаст сессию только на отлично, что тоже в интересах самого студента, то его стипендия будет равна 4900 рублям. Это сумма на сегодняшний день. Кроме того, в процессе учебы, если студент показывает хорошие результаты, выдающиеся какие-либо достижения в области учебной, научной, творческой, спортивной или общественной деятельности, он может претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии. Все эти стипендии предусмотрены нормативными актами Российской Федерации. Студенты, которые находятся в трудной жизненной ситуации, это студенты-сироты, студенты с ограниченными возможностями здоровья, студенты, которые получают государственную социальную помощь от государства, претендуют на получение государственной социальной стипендии. Им выплачиваются эти стипендии в размере 2940 рублей. Сумма тоже на сегодняшний день. Если студент, который нуждается на данный момент и учится на первом или втором курсе, является отличником или хорошистом, он может претендовать на получение повышенной государственной социальной стипендии. Размер данной стипендии с учетом государственной академической стипендии равен 12 200 рублям. К социальной поддержке студентов необходимо отнести, к материальной поддержке необходимо отнести и тот момент, что студенты-сироты в нашем вузе принимаются на полный гособеспечение. Это значит полное возмещение затрат на бесплатное питание, на мягкий инвентарь, на учебные занятия и другие необходимые вещи. Студент, который поступает к нам, студент-сирота, который поступает к нам, с 1 сентября зачисляется на полное гособеспечение и остается до момента отчисления из нашего вуза по окончанию обучения. Также студенты-сироты и студенты с ограниченными возможностями здоровья в нашем вузе получают обязательно государственную социальную стипендию, согласно статье закона об образовании Российской Федерации. Кроме того, надо сказать о том, что в нашем вузе ведется обязательный медицинский осмотр студентов первого и третьего курса. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вовремя диагностировать те или иные отклонения здоровья детей, студентов, и, соответственно, принимать какие-либо меры. Кроме того, если студент прошел медосмотр, выявились какие-либо нарушения здоровья, он может претендовать на направление в санаторий Республики Башкортостан. В период летних каникул возможно санаторно-курортное лечение студентов по медицинским показаниям. В период зимних каникул студенты направляются на оздоровительные туры в Павловский парк, Подмосковский район. Надо еще сказать о том, что социально-бытовое сопровождение, вот как раз возвращаясь к тому вопросу, включает в себя и проживание студентов в общежитии. В нашем вузе имеется 7 общежитий на сегодняшний день, 4 из которых имеют удобство на этаже, а 3 общежития благоустроены. Все студенты, поступившие к нам в научную форму обучения, заселяются в общежитие. После того, как студенты заселились в общежитие, с ними проводится в рамках
адаптационных мероприятий, адаптационный лагерь движения. 30-31 августа первый этап данного лагеря, где студенты проходят в игровой форме ознакомление со структурой университета, с представителями учебных подразделений, с ребятами старших курсов, с формой обучения в ВУЗе. То есть все необходимое, что нужно будет студенту после поступления в ВУЗ, как раз они получают вот во время этого адаптационного лагеря. Кроме того, необходимо сказать, что в рамках работы по адаптации неоценима роль педагога-психолога. Почему? Потому что студент, который имеет какие-либо сложности психологического плана, может в любой момент обратиться к педагогу-психологу и получить квалифицированную консультацию. И это все происходит во время обучения в ВУЗе. Спасибо большое, Александра Ивановна. Поступил вопрос. Гарантировано ли получить место общежития при платной форме обучения? Все студенты очной формы обучения заселяются в общежитие. И бюджетная основа обучения, и коммерческая основа обучения. Спасибо за вопрос. Я напоминаю, что мы также можем задавать экспертам вопросы. Александра Ивановна, спасибо большое, что посетили нашу импровизированную студию. Мы будем рады с вами также сотрудничать. И я думаю, что, наверное, если у родителей остались еще какие-то вопросы, они могут вам задать также по номеру телефона, либо написать на нашем сайте. Да, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. До свидания. Но я хотела бы представить следующего нашего гостя. Ждем в нашей импровизированной студии. Это Ляна Рафисовна, начальник отдела молодежной политики и молодежного воспитания нашего Акмолинского университета. Добрый день, Ляна Рафисовна. Все время жизнерадостная, все время счастливая, все время красивая. Открываешь нашу новостную ленту нашего сайта, постоянно видишь, что вы что-то делаете со студентами, куда-то ездите, путешествуете по России, привозите кубки, участвуете в каких-то мероприятиях. Расскажите нам, пожалуйста, как это все происходит и как вы все это успеваете делать. Спасибо вам большое за такой позитивный отклик нашей работы. Наша работа департамента по успеху работе молодежной политики — это как раз-таки насыщенная, интересная студенческая жизнь. Она у нас действительно очень насыщенная, богата событиями, мероприятиями. Мы постоянно в движении, мы всегда пытаемся, и делаем, чтобы все для того, чтобы нашим студентам было интересно получать новые компетенции, было интересно жить и быть в студенчестве. И как это у нас получается? Во-первых, это невероятная атмосфера, которая окружает Акмолинский университет с давних времен. И, конечно же, это... И, конечно же, это то, что вот как раз-таки воспитательная работа была основой образования, была интегрирована в образовательный процесс с давних времен. Это история нашего вуза. И что касается всей работы, что интересного ждет наших студентов в нашем университете? Вас ждут участие в различных спортивных секциях, вас ждут творческие коллективы, вас ждет волонтерское движение, участие в форумах, невероятные спортивные события, и все спартакиады и так далее. Вы можете для себя найти весь спектр интересов, которые есть у вас. Значит, вы можете реализовать себя в КВН-движении, вы можете реализовать себя в медиаслужбе, вы можете реализовать себя в любом студенческом объединении, которое было бы вам интересно. Сразу скажу, что студенческих объединений у нас очень много, и это не предел, то есть каждый студент может изъявить желание создать свое объединение и уже заниматься в том направлении, в котором ему интересно.
Особое внимание хочется уделить творческой жизни университета. Это фестивали «Студенческая осень» и «Студенческая весна», которым, то есть первокурсник, поступив в университет, с первых дней будет готовиться к самопрезентации, да, во время студенческой осени. То есть если вы умеете петь, танцевать, если вы хорошо держите себя на сцене, мы с удовольствием вас приглашаем принимать участие в данном направлении. Далее, если вы отличный спортсмен и хотите поддержать, да, свой факультет, свой институт, то вы можете вступить в команды факультета или института и принимать участие в спартакиаде. Также всегда для вас открыты двери волонтерского центра. Здесь тоже у нашего центра очень большая история, она длится с 2012 года, очень много направлений, очень много мероприятий. И хочу сказать, что у каждого направления есть свои группы в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме, да, то есть ссылки вы можете найти на официальной странице, то есть БГПУ, и далее уже пройдете, где все вот крупные объединения, крупные движения, они показаны. То есть это будет творческая жизнь, это будет спортивный клуб «Арслан», это будет волонтерство, волонтерский центр, так он называется. То есть здесь спектр интересов очень широкий. Выбирай, да, называется, выбирай, участвуй. И, конечно же, здесь все те знания и опыт, который вы получаете, вы можете преобразовать их в непосредственно уже компетенции, то есть все опробовать на практике. И, понимаете, умелый баланс между обучением и воспитанием, да, когда вы наряду с тем, что получаете знания, еще и эти знания реализуете на практике, реализовывая себя, показывая себя в творчестве, в волонтерском движении, в спорте, это дает такой уникальный шанс раскрытие личности, и на выходе вы будете совсем другим человеком, который уже может представить себя, презентовать себя в любом месте, и у вас будет очень хорошее портфолио. И как уже мои коллеги ранее отмечали, что вот благодаря вот такой активной, да, позиции собирается хорошее портфолио, и работодатели уже буквально с порога университета вас забирают, даже с условием того, что еще диплом не на руках, но уже как-то на своих условиях они обеспечивают рабочим местом, и вы можете уже продолжить свой путь творческий, да, спортивный, либо в волонтерском движении, вообще в молодежной политике, уже непосредственно даже на 4-м, на 5-м курсах. Спасибо большое за такой подробный, интересный рассказ. Наверняка вот нас смотрят уже такие, знаете, абитуриенты, которые уже, все, я сейчас поступлю, я пойду туда, я пойду сюда. А вот, например, он поступил, первый курс. Как он может обратиться, куда, как это происходит, отбор, или просто достаточно прийти и сказать, я хочу вот в клуб «Арслан», там здорово, или КВН, там, ну, что-то такое. По традиции мы первокурсников встречаем хлебом и солью. То есть мы хотим сказать, что мы, естественно, большое внимание обращаем на наших первокурсников. И у нас по традиции всегда в сентябре происходит презентация всех студенческих объединений, творческих коллективов, спортивных клубов, да, и где уже, то есть получается, это, как правило, общий сбор. Вообще все начиналось, конечно, с адаптационного лагеря движения, когда в течение 3 дней абитуриенты включаются в эту студенческую жизнь. Сами же студенты организовывали этот лагерь в течение нескольких лет, да, где вот в течение всего этого времени шла презентация всей вот этой вот насыщенной творческой, спортивной и
общественной жизни университета. Ну, сейчас мы будем думать о том, как это будет происходить в этом году, то есть формат, сама цель презентовать вот, всю эту деятельность, она остается, а уже формат будем обсуждать и обдумывать ближе к сентябрю. То есть здесь презентация, и далее уже каждый подходит вот к руководителям этих объединений и изъявляет свое желание. Да, порой во многих объединениях достаточно изъявить свое желание, но все же, особенно это касается творческих коллективов, здесь будет отбор. Спасибо большое. Поступил нам вопрос, интересуется, бывало ли такое, что студент первого курса не адаптировался к группе, то есть не нашел, видимо, хотел задать вопрос, не нашел общий язык со своими однокурсниками, одногруппниками. Что для этого делается? Как правило, да, адаптация происходит, как правило, адаптация происходит достаточно мягко, но все же в силу индивидуальных особенностей бывает по-разному. Здесь очень важно отметить, что есть психолог, да, и номер психолога, он всегда в доступе. То есть здесь уже, если это совсем глубинные проблемы и сложная адаптация, то можно позвонить, созвониться, договориться о консультации и далее уже отрабатывать по его рекомендациям. Здесь особое внимание хочется уделить тому, что вся информация, которая поступает к психологу, она, естественно, конфиденциальна. Вот. Это первое. Второе. Очень много мероприятий направлено именно на создание вот этой, да, группы, на объединение коллектива и академической группы. Здесь, конечно же, тоже будете ориентироваться на своих лидеров, да, то есть, как правило, это старосты группы, это вот лидеры, которые отвечают за разные движения в группе, да, ну и, соответственно, исходя из ситуации, будут решаться вопросы. То есть так, что один на один вы остались с этой проблемой, у меня ничего не получилось, я не адаптировался и не подружился, так не будет, конечно. И хочется сказать, что двери департамента по воспитательной работе, молодежной политики всегда открыты. И здесь отметим особо, что мы работаем для вас и ради вас. Спасибо большое. Лена Рафисовна, последний вопрос. Я знаю, что вы очень плотно и много вкладываете в волонтерское движение, поэтому этот вопрос адресую вам. Как стать волонтером БГПУ? Ну, это мой любимый вопрос, потому что я являюсь руководителем волонтерского центра Минского университета. И здесь все очень просто. Обращаетесь лично ко мне, да, то есть смотрите волонтерский центр БГПУ Акмуллы, я дальше уже инструктирую, как вот, ну, здесь что важно, да, здесь же важно понимать, что нужно человеку, то ли он хочет просто принять участие, да, стать активным волонтером, либо ему нужно еще и документальное какое-то подтверждение. И то, и другое мы вам расскажем. У волонтерского центра очень сильная, большая команда. Хочется сказать, что у каждого института, факультета есть куратор, и, соответственно, можно обратиться к нему, можно лично ко мне. Мы с удовольствием примем, потому что волонтеры нужны всегда. Спасибо большое, мне прям самой захотелось стать волонтером. Спасибо, что пришли в нашу студию. Я думаю, что это не первая, наверное, наша встреча. Мы будем продолжать серию таких встреч, будем освещать и абитуриентов, и родителей. Ну, а я жду следующего нашего гостя. И пока у меня есть немножечко времени, хотела осветить и сказать, что данное родительское собрание, оно входит в рамках проекта «Курс на вуз». И следующее наше запланированное мероприятие мы подготовили для вас, это магистратура лайф, потому что, судя по вопросам, я вижу, что у нас очень много наших зрителей и абитуриентов, которые желают поступить в магистратуру. Поэтому всю нужную информацию вы можете найти также на сайте, либо также позвонить по горячей линии. Но пока я вам все это рассказывала, у меня в гостях появилась наш студент Ира Дудкина. Ира, ну вот к тебе тоже миллион вопросов, потому что кто, как не ты, расскажешь с позиции студента нашим абитуриентам.
Вот расскажи, работа, учеба, чем ты сейчас занимаешься? Возможно, какой-то проект реализуешь, все-таки у тебя уже за плечами есть степень бакалавра, да? Ты сейчас, насколько я знаю, поступила в магистратуру. И какие навыки ты получила в нашем Акмолинском университете и пригодились ли они тебе? Тебе слово, вещай. Спасибо большое, добрый день. Хотела бы начать с того, что в Башкирском государственном педагогическом университете активно ведется деятельность WorldSkills. В Акмолинском университете есть 11 площадок, направлений по этому направлению. То есть студенты могут проявить себя в различных соревнованиях, чемпионатах, WorldSkills, в результате чего они получают скилл-паспорт, по которому могут трудоустроиться. Он поможет в трудоустройстве. Также в университете активно ведется проектная деятельность. В этом году мы все участвовали в Акмолинском акселераторе студенческих проектов «Созидатели». Это конкурсная программа, направленная на организацию развития социальных проектов среди университета. Что можно сказать об этом? Студенты прожили целую неделю в таком ритмичном ритме, ритмичной жизни, что посетили тренинги, прослушали спикеров, посетили консультации, в результате чего создали свой социальный проект. Получается, мы приняли опыт предпринимательства, также активизировались все и получили такой опыт в знаниях о социальных проектах. Что сказать, постоянно проводятся стратегические и проектные сессии для студентов. Я как студент постоянно участвую в различных мероприятиях, что позволяет мне получить портфолио, богатое портфолио. Ну, вот за время учебы ты параллельно какие-то курсы, возможно, проходила, либо осваивала какие-то надкомпетенции. То есть вот можно сказать, что ты какую-то еще другую профессию освоила вот, во время учебы? Конечно, помимо того, что я освоила различные массовые онлайн-курсы, они доступны студентам, в основном бесплатно. Можно получить любые навыки, вы просто можете посмотреть на официальном сайте. Также мы с коллегами разработали, собственно, свой курс «Профнавигатор», который доступен всем студентам. Вот, знаешь, очень хочется по профнавигатору подробно. Расскажи, пожалуйста, в чем суть профнавигатора, да? И почему студентам именно рекомендуешь? Профнавигатор – это такой курс, где студент может прокачать все свои навыки от ораторского мастерства до каких-то личных качеств. Там подобрана целая рабочая тетрадь, различные упражнения на развитие навыков, скиллов, которые позволят вам далее обучаться легко и интересно в нашем университете, и не только в целом. Ира, возможно, я сейчас открою секрет, возможно, нет, но я знаю, что ты занимаешься и реализуешь курсы для детей по робототехнике. Да? Вот ты уже в начале своего выступления упомянула движение WorldSkills. Насколько я знаю, что эти курсы, они соответствуют, да, вот этому движению. Вот что-нибудь поподробнее про эти курсы. И здесь хочется тебе сказать, что ты молодец, ты уже, будучи студентом, но уже зарабатываешь помимо стипендий, да, свои деньги. Курсы, я писала диплом на тему робототехника в дошкольном возрасте. Поэтому на базе нашего центра Code Kids, который при университете, я работаю там педагогом дополнительного образования по робототехнике и лего-моделированию. Провожу с детьми занятия по конструированию, мы собираем роботов. Робототехника входит как небольшая часть WorldSkills направления. Это очень интересное направление, которое позволяет развить техническое мышление. Спасибо большое, Ира. Ну, если ты позволишь, может быть, сейчас наши зрители тоже хотят задать вам вопросы. Может быть, оставишь свои контакты, либо расскажешь, где тебя можно найти. Потому что вот мне, например, я вспоминаю себя молодой, мне было проще общаться со своими сверстниками. Может быть, абитуриент, выпускник придет, например, сюда, да, ты ему что-то посоветуешь, что-то расскажешь. То есть именно со своей позиции. У нас есть группа ВКонтакте «Управление образовательных разработок» или образовательный реактор БГПУ. Там в контактах есть мои имя Ира Гудкина,
вы можете обращаться к нам в личные сообщения или в личные сообщения группы. Ну и тогда от меня последний вопрос. Я знаю, что ты активно проводишь диагностики и консультации в этом центре. Прям в 2 словах расскажи, как здесь у тебя что происходит? Центр профориентации 5К. Здесь я принимаю на начальной стадии наших гостей. Мы проводим профдиагностику, которая состоит из нескольких этапов. Они проходят все на компьютере, которая диагностика помогает выявить направление, склонности ваших интересов, которые позволят вам выбрать нужное направление или профессию в дальнейшем. Спасибо большое, Ира. Я надеюсь, будут вопросы к тебе. Отслеживай теперь свои соцсети. Ты их активно прорекламировала. Спасибо, что посетила нашу импровизированную аудиторию. Но дальше я смотрю, периодически к нам подсоединяются наши зрители. Это очень радует, что вы на протяжении всего родительского собрания оставались с нами. Значит, все-таки вам интересно, и мы, значит, затрагиваем такие темы. Следующий мой гость, необычный гость, это моя коллега, которая поможет абитуриентам, студентам развить проектную деятельность, стать фасилитатором, стать модератором. То есть это тот человек, который как раз-таки раскроет вашу современную профессию, да, мы можем так говорить. Ирина Нуровна, с вами тоже могу разговаривать часами. Добрый день. Нас смотрят и родители, и студенты. Скажите, пожалуйста, как вот прийти в университет с идеей с какой-то, а выйти с настоящим проектом, который же можно куда-то внедрить? Здравствуйте, уважаемые родители! Возможно, за нашим онлайн-родительским собранием подглядывают еще и абитуриенты. Поэтому я буду говорить широко как для родителей, так и для наших абитуриентов. Но здесь вопрос был такой, как зайти в наш университет и раскрыть свои таланты. Ну, предыдущие спикеры, они все рассказали о тех возможностях, которые дает наш вуз. Но и я здесь хотела бы немножко рассказать о деятельности нашего управления, которая направлена полностью на раскрытие ваших талантов. Участие в проектных сессиях, получение инструментов работы с группами, развитие лидерских качеств и талантов – все это возможно. Вы можете, как уже говорилось, написать нашу группу в социальных сетях, вы можете следить за анонсами, которые выходят на наши страницы, и быть всегда в курсе того, что происходит в университете. И действительно, наше онлайн-родительское собрание называется «Курс на вуз». Поступая к нам, вы прокладываете дорогу уже в свое будущее, и обучаясь у нас, ваш курс уже будет на вашу успешную карьеру. Ленуровна, такой вопрос к вам. Я знаю, что вы плотно занимаетесь безопасностью, да, у вас своя школа безопасности, тоже свое волонтерское движение. Как студенту поступить, то что да, как с вами наладить контакт, как быть в школе безопасности? Ну, и как Лена Капицын тоже уже здесь говорила, я могу говорить об этом часами. Потому что это общественная работа, которая приносит мне удовольствие, и эта общественная работа дает нашим студентам огромное количество компетенций. Но надо отметить, что в нашем таком бурном, динамичном мире вопросы безопасности они являются ключевыми. И поэтому школа безопасности, она разрабатывает для студентов наших различные проекты, программы, в которых студенты просто, знаете, с головой окунаются. Очень многие потом сферу свою трудоустройства выбирают именно в направлении безопасности. Но согласитесь, интересно ведь знать чуть-чуть больше, чем все остальные. Да? И мы совместно с этой общественной организацией даем возможность ребятам проявить себя в этом. Еленор, тогда еще такой вопрос. Ну, мы все видим, да, замечаем, что сейчас наш Акмолинский вуз происходит такую некую трансформацию, такое модное слово обнуление. И мы отходим больше от таких занудных форм обучения, как лекции, как практические занятия. Мы все больше и больше с студентами работаем в страт-сессии, в форсайт-сессии. Вот на эту тему расскажите родителям, возможно, абитуриентам, что это такое и что получает студент после таких вот мероприятий. Спасибо за вопрос, он действительно очень актуальный.
мир меняется, динамика нашей жизни увеличивается. И действительно, ни для кого не секрет, что у нас формируется клиповое мышление, да, телевидение, средства массовой информации, вся культура, она как раз-таки рассчитана на то, чтобы мы потребляли картинками, мы потребляли информацию живыми образами. И тот формат, который был раньше, это лекции, семинарские занятия, он тоже должен трансформироваться. Мир меняется, и формы образовательных практик тоже меняются. Действительно, есть ряд дисциплин, которые может просто уйти в тренинговый формат, фасилитационный формат. Но, конечно же, академичность у нас остается, это обязательное условие функционирования классического вуза, кем мы и являемся, классического педагогического вуза. Но наши студенты, педагоги, выпускаясь из нашего вуза, должны иметь новые инновационные форматы для дальнейшей работы со своими ребятами, со школьниками. Я думаю, что они обязательно эти форматы у нас освоят и в дальнейшем будут применять в практике педагогической. Спасибо, Ленур, но у нас осталось с вами совсем чуть-чуть времени. И вот как раз хочется поговорить на тему ЕГЭ. У нас совсем скоро наши выпускники пройдут через такое, вот знаете, значимое событие, это сдача ЕГЭ. Пару советов, пару каких-то, может быть, рекомендаций для родителей, для самого выпускника. Ну, спасибо, Любовь Юрьевна. Когда вы начали говорить о ЕГЭ, и когда вы сказали значимое событие, я прям выдохнула, потому что я боялась, что вы скажете страшное событие. На самом деле ЕГЭ – это значимое событие в жизни родителя, учителя и школьника. Но я хочу сказать, что это событие надо окрашивать в яркие радужные цвета, потому что на самом деле это не страшно, мы уже привыкли к этому, это облегчает жизнь школьника, не надо сдавать выпускные в школе, вступительные в вузе, надо один раз сдать ЕГЭ, но при этом, конечно же, один большой совет, это, конечно, уже касается не наших абитуриентов, а школьников. Готовьтесь к ЕГЭ, начиная со среднего звена. Если вы будете методично обучаться, методично заниматься, то тогда вообще никакого стресса перед ЕГЭ у вас быть не может, потому что вы будете все знать. Ну и таких 5 советов дам коротко. Первое – это придумайте для себя ритуалы. У наших студентов есть классный ритуал, когда перед экзаменами открываются окна, и студенты кричат «Халява, приди!». Можете положить пятачок своему ребенку, да, в ботиночек или в туфельку. Можете положить учебник под подушку. Это все будет способствовать немножко снятию стресса. Когда у нас есть ритуал, когда у нас есть обычная какая-то деятельность, то это обычно воспринимается более спокойно. Не давите на ребенка. Когда к нам вот сюда в центр 5К приходят родители, мы с ними беседуем, и очень часто я говорю, не давите на ребенка, они говорят, да как, мы не давим, мы прям создаем все условия. Вот посмотрите, психологическое давление, оно может быть на разных уровнях. Когда вы по телефону со своей подружкой там, или родственником говорите, и при этом утверждаете, что я беспокоюсь за своего ребенка, возможно, он не сдаст это ЕГЭ, да вот тяжело идет подготовка, вы уже этим давите на своего ребенка. Следующая рекомендация – мотивируйте. Мотивируйте на победу обязательно. Да? Не сомневайтесь в вашем ребенке. Лучше, чем вы, вашего ребенка никто не знает. Найдите приемы, которые снизят стресс у вашего выпускника. И следующее, да, обязательное прям условие – дайте свободы. Экзамен – это стресс. И когда вы контролируете, тотально контролируете своего ребенка перед экзаменами, вы этот стресс еще больше увеличиваете. Дайте ребенку возможность гулять, общаться со своими друзьями, смотреть телевизор. И, вы знаете, даже какой-то вот тревожный взгляд в направлении ребенка, да, когда он чем-то другим занимается, кроме как не уроками, да, он тоже вызывает психологический такой вот резонанс в его душе.
Кормите ребенка вкусностями, сводите его в Макдональдс. Возможно, вы запрещаете это делать, но всей семьей сходите туда. Сделайте экзамен праздником. Возможно, посадите всю семью для того, чтобы пробные ЕГЭ провести, для того, чтобы поддержать ваше чадо. Ну и, конечно же, вы сами должны быть уверены в том, что ваша семья, я не просто так говорю, да, что ваш ребенок, ваша семья справится с этим стрессом на отлично. Елена, спасибо большое. У нас поступил вопрос, буквально полминутки, потому что мы завершаем. Мария Мичурина спрашивает, как вступить в школу безопасности? Так, но на базе Башкирского педагогического университета действует огромное количество объединений студенческих, творческих, спортивных, в том числе добровольческих. И куратором по направлению школы безопасности в университете пока являюсь я. У нас Сергей Шерстобитов в этом году выпускается. И если он останется у нас в магистратуре, то он дальше будет это направление развивать. Мы ждем активных ребят, которым нравится эта сфера, обязательно их примем, сделаем тем лидерами по направлениям. Ну и, конечно же, будем жить одной большой дружной семьей школы безопасности и вообще волонтеры Башкирского государственного педагогического университета. Спасибо, Ирина Нурмана. К сожалению, у нас заканчивается время, подходит к концу первое онлайн-родительское собрание. Я благодарю вас за то, что вы в течение всего часа были, активно задавали вопросы. В завершении нашего родительского собрания хочется сказать, что всю полезную информацию вы можете найти на сайте, либо позвонить по горячей линии 287 99 99. Наши операторы с удовольствием ответят на любые ваши вопросы. И также мы вас ждем в Центре профориентации 5К Акмолинского университета, где вы можете продиагностировать себя, проконсультировать. Ну а я, в свою очередь, хочу пожелать вам здоровья. И, конечно же, мы ждем вас в нашем Акмолинском университете. Спасибо, пока.